Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. На очередном заседании сессии парламента, которое состоится 4 апреля, народные избранники рассмотрят 8 вопросов повестки дня. Среди них проект конституционного закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере выборов, а также постановление о назначении выборов президента Республики Абхазия. Кроме того, депутаты рассмотрят проекты постановления о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, о внесении изменений в конституционный закон о судебной власти, закон о системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности и другие вопросы. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел расширенное совещание, посвященное вопросам подготовки к предстоящему курортному сезону, в котором приняли участие члены правительства, руководители центральных органов государственного управления, представители профильных ведомств. Готовится большой актив по летнему курортному сезону. Это практически проводится ежегодно. Идет подготовка к его проведению. Мы хотели перед его проведением все-таки собраться всем нам вместе и как бы сверить часы, какая у нас ситуация, какие работы мы должны были сделать, какие можем еще сделать и вообще как мы готовы к летнему курортному сезону. В ходе совещания были обсуждены вопросы развития курортной инфраструктуры, обустройства зоны вокзала на КПП ПСО и лицензирования автосредств для туристических перевозок. Особое внимание глава правительства уделил концепции безопасности в общественных местах, на туристических маршрутах и дорогах страны, отметив, что показатели безопасности и порядка напрямую зависят от слаженной работы соответствующих структур. Валерий Бганба указал на необходимость усиления работы патрульно-постовых и дорожно-патрульных служб. Премьер-министр также обратил внимание на важность обустройства дорог, организации контроля за хаотичной торговлей на туристических маршрутах, указал на необходимость повышения качества оказываемых услуг гостям республики. Вопросы дисциплинарного контроля личного состава вверенных подразделений на предмет соблюдения правил дорожного движения обсуждались в ходе расширенного совещания в Министерстве внутренних дел с участием руководителей силовых ведомств республики, Минздрава, Минобразования, Государственного управления по транспорту, Госкомитета по молодежной политике с участием депутата Народного собрания Валерия Агрба. О первостепенных задачах госавтоинспекции, реализации проводимых мероприятий по проектам «Безопасный город» и «Безопасная трасса» и статистике выявленных нарушений ПДД присутствующим доложил начальник управления госавтоинспекции Батал Агрба. Выявленные нарушения правил дорожного движения, совершенные сотрудниками военизированных структур, были представлены руководителям соответствующих ведомств. Как отметил Гарри Ашба, многие сотрудники МВД также являются автовладельцами. К личному составу ведомства повышенное требование к порядку. В частности, сотрудниками милиции был растонирован личный автотранспорт. Министр поблагодарил руководителей служб, которые непосредственно содействуют обеспечению правопорядка на дорогах республики совместно с МВД. Сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии принятыми оперативно-розыскными мерами по подозрению в совершении преступления, имевшего место 2 апреля в селе Кутолу Чимчирского района, задержан сын пострадавшей Вуба Даур Хаджаратович, 1994 года рождения. 2 апреля во дворе дома, принадлежащего семье Вуба, произошел взрыв неустановленного устройства, в результате чего тяжелые ранения получила Надежда Хаджаратовна Вуба, 1954 года рождения. По данному факту прокуратурой Чимчирского района возбуждено уголовное дело по статьям покушения на убийство и незаконное хранение боеприпасов. Расследование продолжается. Государственное управление по транспорту информирует владельцев автотранспортных средств о необходимости до 25 апреля оформить идентификационную учетную карту водителя на автомобиле. Распоряжение о введении данной карты было принято Кабинетом министров в прошлом году. Идентификационная учетная карта дает возможность владельцам автомобилей без пробок и задержек пересекать абхазо-российскую границу с целью осуществления пассажирских и грузовых перевозок. В ней указан, какой вид деятельности осуществляет перевозчик, марка автомобиля, данные водителя, договор и срок карты. Идентификационная учетная карта водителя выдается бесплатно в Государственном управлении по транспорту. Идентификационная карта заменила тот весь перечень документов, которые возили перевозчики с собой, предъявляли сотрудникам ГАИ, нашим сотрудникам. То есть это упростило и ситуацию на дороге, где мы быстро можем проверить и понять, человек сертифицирован у нас, прошел лицензирование, либо нет. Уже Государственное управление по транспорту и конкретно нашим отделом было выдано около 400 карт. И мы убедительно просим всех перевозчиков,
как и грузов, так и пассажиров, прийти до 25 апреля и получить данные карты. По информации Министерства экономики Абхазии, внешнеторговый оборот республики увеличивается из года в год. К примеру, в 2016 году был побит рекорд, и экспорт составил более 5 миллиардов рублей. В Министерстве экономики по итогам текущего года ожидают такой же результат. Об этом в интервью нашей программе сказал министр экономики Адгур Ардзанба. Кроме того, министр отметил наиболее значимые события, произошедшие в 2018 году, направленные на развитие экономики страны. Смотрите специальный репортаж Ирины Аршпа сразу после новостей. Сейчас небольшой отрывок из него. Одними из самых знаковых событий в 2018 году Адгур Ардзанба назвал признание независимости нашей страны Сирийской Арабской Республикой и подписание с ней соглашения о беспошлинной торговле, подписание соглашения об организации морского сообщения с Россией, а также возобновление экспорта инертных материалов. Много вопросов, связанных с внутренней работой и внешнеэкономической деятельностью. В 2018 году удалось после такой долгой паузы возобновить поставки инертных материалов за пределы Республики Абхазия. То есть тоже знаковое событие. Может быть, объемы не такие значительные, как бы нам хотелось, но тем не менее, если мне не изменяет память, с 2012 или 2013 годов таких регулярных поставок не было. Более того, подписали мы соглашение уже в 2019, конечно, году, но все переговоры, основная часть работы проводилась в 2018 году. Это вопрос, связанный с морским сообщением, части круизного сообщения по князю Владимиру. Мы договорились в феврале уже текущего года, наше абхазское морское пароходство подписало соглашение с российским уполномоченным органом, и рассчитываем, что с 2020 года регулярно будет порт Сухум посещать этот круизный лайнер. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения видного государственного деятеля, участника национально-освободительного движения, депутата парламента Республики Абхазия первого созыва, председателя Совета старейшин, кавалера орденов Леона и Ахсапша второй степени Константина Озган, председатель комиссии премьер-министр Валерий Бганба. В администрации Очимчирского района состоялось собрание с участием начальников отделов администрации. Были подведены итоги работы отделов за первый квартал 2019 года. Открывая собрание, глава администрации Очимчирского района Гиви Допу дал хорошую оценку работе силовых структур района. Далее о результатах работы за 3 месяца отчитались начальники отделов финансов, здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения и налоговой инспекции. Что касается заработной платы, практически по отделам у нас она закрыта. По сумме дотации она не в полной мере профинансирована. Будем сейчас связываться с нашими налогоплательщиками, как очередной раз будем просить их. Это у нас в прошлом месяце пошли нам навстречу рыболовецкие хозяйства. Они в счет будущих платежей нам проплатили аванс. В целом, практически задолженности у нас по бюджетным организациям нет. Может быть, не в полной мере финансируем, но процент исполнения у нас в доходной части 60%. Выполнить на 101% это не представляется возможным. Была создана по всей республике база данных таких пациентов, которые являются гражданами России и постоянно проживающими на территории Абхазии. По МОУ-Собес они нам предоставили все списки. Мы, внесли паспортные данные, где не хватало, внесли диагнозы, внесли рекомендации препаратов, в которых они нуждаются, заказали для них. И сегодня наши пациенты имеют возможность приходить и получать препараты. Как мы уже сообщали, Абхазский государственный университет совместно с Министерством образования и науки проводит профориентационные беседы с выпускниками средних школ Абхазии. Главная цель профориентации – знакомство школьников с содержанием и уровнем качества образования в главном вузе страны АГУ. Очередная такая встреча прошла в Гагре. Смотрите репортаж наших коллег из Гагра ТВ.
Сегодня Абхазский государственный университет является главным высшим учебным заведением республики. Обучение ведется на 8 факультетах – физико-математическом, биолого-географическом, филологическом, историческом, юридическом, экономическом, педагогическом и агроинженерном, а также открытое отделение искусства. Приветствуя гостей на презентации факультетов, заместитель главы администрации Гагарского района Геннадий Цвижба отметил, что университет готовит и будет готовить специалистов для нашей республики. И правильно то, что лектора и преподаватели обращают внимание абитуриентов именно на этот вуз. Ничем наш университет не уступает другим университетам России, а может быть и зарубежным. Поэтому правильно ставится акцент, что наши лектора, профессора, уважаемые люди именно обращают ваше внимание очередной раз на наш Абхазский госуниверситет, потому что наш госуниверситет готовит и будет готовить в будущем специалистов для нашей республики. Здесь другой менталитет, здесь другой язык, поэтому обращаю внимание наших родителей в будущем. Наверное, мы все-таки здесь будем у себя учиться первым долгом. Хотелось бы, конечно, не всех специалистов выпускает наш университет, скажем, техническое направление, больше гуманитарного, но в будущем все это изменится. Вместе с тем Геннадий Цвижба подчеркнул, что при поступлении в АГУ должны быть созданы равные условия для всех абитуриентов. Зачастую вопросники, которые есть во вступительных экзаменах, не совпадают со школьной программой. И тогда для желающих поступить в университет приходится нанимать репетиторов, что в финансовом плане весьма накладно для многих родителей. У нас много деревень. Не каждый родитель сможет 60-100 тысяч заплатить, чтобы его сын или дочь занимались у репетитора. Поэтому давайте дадим равные права всем. Кто поступил, тот и поступил. А потом вы уже там, как начнется учебный процесс, там уже вы знаете профессионально, кто потянул, кто смог, тот и перешел во второй курс, третий курс, тот и заканчивает. На презентации секретарь приемной комиссии Инга Ардзенба рассказала о новшествах, которые введены в этом году при поступлении в АГУ. Главное новшество, которое мы запускаем в этом году на площадке Абхазского государственного университета, это проведение в апреле месяце Олимпиаду «Путь к вершинам», которая будет проводиться с 12 по 14 апреля текущего года. Основная цель Олимпиады – это поиск наиболее талантливой молодежи и оказание содействия в выборе профессии в пространстве Абхазского государственного университета. Победители и призеры нашей Олимпиады могут быть зачислены в Абхазский государственный университет уже в апреле месяце без вступительных экзаменов. Причем абсолютно на все факультеты и направления подготовки, по которым будет осуществлять прием в этом году абитуриентов Абхазский государственный университет. И еще одно новшество, которое вводится в этом году впервые в Абхазском государственном университете. Согласно распоряжению ректора Абхазского государственного университета Олега Алексеевича Гварамия, в этом году приемная комиссия будет учитывать при подаче документов рекомендации учителей и директоров школ о наиболее успешных учениках этих школ для того, чтобы оказать им содействие в поступлении в наш Абхазский государственный университет. Инга Ардзенба добавила, что с 2006 года 1170 выпускников, обучавшихся на педагогических специальностях, все еще не забрали свои дипломы об окончании вуза. При этом 65% из них обучались по целевому заказу. То есть выходит, что эти специалисты сегодня не работают по своим профильным направлениям. Отсюда и возникает проблема нехватки кадров. Также было сказано, что в общежитии при Абхазском государственном университете созданы все необходимые условия для проживания студентов. Презентация факультетов АГУ проходила во всех районах республики.
Представительством Россотрудничества в Абхазии завершена кампания по отбору абхазских абитуриентов для поступления в российские вузы. Всего отобрано 50 кандидатов, которые успешно прошли испытания и поступили в российские университеты в 2019 году. О том, как прошли испытания и какие направления были наиболее востребованы в этом году, рассказал на пресс-конференции в «Спутник» руководитель Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха. Репортаж Гугуцы Варданя. Обучение в российских вузах всегда считалось престижным. Такую возможность предоставляет жителям Абхазии Россия, которая ежегодно выделяет квоты для поступления в высшие учебные заведения на целевые места. В этом году при распределении направлений подготовки рабочая группа ориентировалась на реальные потребности в кадрах. По словам главы представительства Россотрудничества в Абхазии Вадима Чеха, это те направления, которые способствуют социально-экономическому развитию республики. Мы на данный конкретный момент, это представительство Россотрудничества в республике, можем констатировать, что отборочная кампания закончена. Отобрано 50 кандидатов. Ориентировались на реальные потребности республики в кадрах, имея в виду, что таковыми потребностями являются так называемые потребности в драйверах развития. В первую очередь речь идет о таких направлениях, как промышленная экология и биотехнологии, куда входит производство продуктов питания из растительного сырья, животного сырья. Также речь идет о сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве. Понятно, почему в республике эта отрасль важна с точки зрения развития экономики. Речь идет о сервисе и туризме. Речь идет о таком очень важном и, я бы сказал, новом инновационном направлении, как информационные технологии и вычислительная техника. Как отметил Вадим Чеха, рабочая группа старалась сделать отборочную кампанию максимально открытой и доступной и все спорные вопросы решить в пользу поступающих. Большую часть рабочей комиссии составляет абхазская сторона во главе с министром образования Эдгуром Какоба и его заместителем Дмитрием Гварамия. Отборочная кампания состоит из 2 этапов. Отборочная кампания проходит в 2 этапа. Здесь, на территории Абхазии, проходит только первый этап. Первый этап означает, что мы вместе с абхазской частью рабочей группы отбираем лучших детей на обучение и помогаем им сформировать свое досье. Досье – это пакет документов для поступления в российский вуз. На этом первый этап заканчивается, и выбор города конкретно, и выбор вуза – это уже второй этап отбора. Причем здесь не кандидаты выбирают вузы, они могут выбрать только желаемые, то есть те вузы, которые они больше всего хотят. А в дальнейшем, на втором этапе, когда уже Министерство науки и высшего образования России и российские вузы будут рассматривать их пакеты документов, они уже там будут принимать решение, кто в какой город поедет. Пока для участия в отборочной кампании было подано больше 350 заявок. Конечно же, юриспруденция, экономика и медицина остаются на первом месте. Но, по словам представителей Россотрудничества, вырос спрос и на технические специальности. На бакалавриат и на специалитет в этом году было выделено меньше мест, чем в прошлом. Больше всего квот на магистратуру и аспирантуру, что обусловлено большой потребностью в подготовке профессиональных кадров. Гугуца Варданя, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Барас Кожба и Мария Эмилия Терзиан-Хагба стали лауреатами 2-й степени 9-го международного конкурса фестиваля «Ля Ночи ин Мадрид-2019», который проходил в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Как отметила педагог Сухумского государственного музыкального училища имени Чичба, заслуженная артистка Абхазии Ольга Хагба, конкуренция была большая. Участники были со всего мира. Наши ребята выступили на высоком уровне, продемонстрировали свое искусство и достойно представили свою страну. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью, утром и вечером местами возможен туман. Температура воздуха ночью 3-8, днем 9-14 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.